Он прожил в Крыму только первые 18 лет своей жизни, но удивительно глубоко узнал эту землю. Писатель Андрей Седых. Имя сегодня почти забытое. А между тем биография этого писателя первой волны русской эмиграции полна ярких событий и удивительных знакомств. Андрей Седых, настоящее имя Яков Моисеевич Цвибак. Родился в августе 1902 года в Феодосии в состоятельной еврейской семье. Его отец был владельцем магазина, журналистом, биржевым маклером, редактором бюллетеня Феодосийской биржи. По окончании Феодосийской гимназии Яков нанялся матросом на пароход. Некоторое время жил в Стамбуле, в Италии и, наконец, обрел пристанище во Франции. Он покинул Крым в 1920 году. Видел красный террор. Феодосия переходила из рук петлюровцев в руки махновцев, от них к добровольческой армии. Все это сопровождалось кровопролитием, расстрелами, самосудами. Я уехал из Крыма, из Феодосии, мой родной город. Я только что окончил гимназию. И мне было 18 лет. Это был последний этап гражданской войны. В Крыму шли последние бои на Перекопе. Нужно было думать о будущем. Город переходил несколько раз в руки уже красных, зеленых, махновцев. Надо было думать об эвакуации в индивидуальном порядке. Вот я поступил матросом на пароход, который шел сначала в Ялту, потом из Ялты он шел в Болгарию. Из Болгарии я попал в Константинополь. Это был город в те времена очень яркий, совсем не похожий на Константинополь сегодняшнего дня. Все были турки в фесках, женщины носили темный вуаль. Это был очень яркий город, и он в это время был оккупирован союзниками, был переполнен союзными армиями. Это было очень пестрое население, вообще город сам по себе красавец. Я прожил в Константинополе 6 месяцев. У моих родителей конфисковали квартиру из 11 комнат. В нашем доме были громадные цементные подвалы. Из-за них нас и выселили. Квартиру забрали для ЧК, а в подвалах расстреливали. Я бежал один. Мне было 17 лет. В Париже он работал журналистом, а в 1925 году стал парламентским корреспондентом «Последних новостей». Год спустя окончил школу политических наук при Парижском университете. У него появился псевдоним Андрей Седых. Впрочем, первый сборник эссе «Старый Париж» он издает под настоящим именем, а уже в 1928 году выходит его второй сборник «Париж ночью». На рассказы молодого автора обращают внимание видные писатели русского зарубежья – Марк Алданов, Тэффи, Алексей Ремезов и Иван Бунин. Ему покровительствует Павел Милюков, до революции лидер партии кадетов, в эмиграции возглавлявший Союз писателей и журналистов. После выхода книги «Люди за бортом» Бунин окончательно поверил в литературный дар Андрея Седых. Он предложил ему стать его литературным секретарем. Вместе с классиком русской литературы Седых отправился получать в Стокгольм Нобелевскую премию по литературе, которую Бунину присудили в декабре 1933 года. Повороты судьбы бывают подчас головокружительными. Покинув большевистскую Россию 20 лет спустя, он вновь вынужден бежать. Теперь уже из, как казалось, благополучной старой Европы. В 1941 году писатель Андрей Седых, еврей по происхождению, оставляет оккупированную нацистами Францию и переезжает в Нью-Йорк. Он поступает на работу в газету «Новое русское слово». И уже несколько месяцев спустя выходит его книга воспоминаний «Дорога через океан».
в которой он описал подробности своего отъезда из Франции. А вот первая его крымская книга выходит после окончания Второй мировой войны в 1948 году. Это сборник рассказов «Звездочет из Босфора», хвалебное предисловие, которое написал сам Иван Бунин. В книгу вошел цикл «Крымские рассказы», состоявший из 6 новелл: «Арбузы», «Парад Алле», «Чебуреки», «Бартыжники», «Хайтарма», «Гидра», «Керчь». Позднее были опубликованы другие его рассказы о Крыме: «Карадак», «Альбин де Ботте», «Наполеоновский коньяк», «Талисман». Острой ностальгией пронизаны эти рассказы о потерянной родине. И вот как начинается первый крымский рассказ «Арбуз». На татарских баштанах арбузы поспевали рано, в самом начале июня. Были они небольшие, темно-зеленые, с полосами, и почему-то в Крыму называли их монастырскими. Первый арбуз приносил служивший у нас на побегушках татарчонок Фитка. На лице его была широчайшая улыбка, когда он бережно передавал арбуз матери и говорил: «Пожалуйста, кушай на здоровье. Отец Ибрагим прислал. Сам прийти не мог гости. С ружой баштан сторожит». Фитка получал новенький гривенник, который немедленно исчезал в его бездонных татарских штанах с мотней, и еще раз обнажал свои великолепные белые зубы. Сладкий будет, рафинат. Этот первый арбуз резали за столом торжественно, священнодействуя. Описание крымских реалий настолько чувственно и зримо, пронизано солнцем и пряными запахами этой земли, словно автор никуда не уезжал. В роскошной, чопорной Европе и в бурно развивающейся Америке Андрей Седых тоскует по своей крымской жизни. Его рассказ заканчивается так. Никогда больше в жизни мне не придется отведать таких арбузов, которые готовила дома мать. Острых, пахнущих укропом и лавровым листом, напоенных солнцем с татарских баштанов. Еще одним символом этого утраченного Крыма являются для Андрея Седых чебуреки. Рассказ под названием «Чебуреки» начинается диалогом автора по телефону с его парижской подругой. На вопрос, что он делает вечером, герой отвечает: «Иду есть чебуреки». Автор продолжает. Дама выдержала паузу. Ей, видимо, не хотелось признаваться в своем невежестве. Все же она поставила наводящий вопрос. «А с чем это едят чебуреки?» И снова вместе с автором читатель погружается в сладостный мир его детских воспоминаний. Словно вкуснейший крымский чебурек, он смакует каждое слово, описывая прекрасные мгновения прошлой счастливой жизни. Я мог бы объяснить, что чебуреки ни с чем есть нельзя, ибо присутствие всякой иной еды на столе может только испортить удовольствие. Лучшие чебуреки можно получить по грибке у татарина на Губернетовской улице. Мы приходили в этот погребок с детства, еще будучи гимназистами. Татарин стоял в углу у плиты, раскатывал тесто, выделывал на наших глазах чебуреки. Минут через 5 скипало масло. Чебуреки с шипением ныряли в котелок и в 1 минуту были готовы. Татарин приносил полпорции, 6 штук, ставил на стол и говорил сурово: «Давай 15 копеек». Настоящим искусством было не только готовить, но также есть чебуреки. За годы своей крымской жизни Андрей Седых овладел им в совершенстве. Настоящие знатоки ели их прямо руками. Нужно было осторожно поднести чебурек ко рту, надкусить один конец, и тогда в рот лился горячий бараний бульон с петрушкой. Профаны из паша-тепе деликатно резали чебурек ножом, прокалывали его вилкой и теряли лучшее. Бульон оставался у них на тарелке. Покончив с чебуреками, выпивали чашечку сладкого турецкого кофе с каймаком. Половина кофе, половина гущи, потом стакан ледяной воды и шли гулять. Мы ели их с воспоминаниями. Заканчивает свой рассказ Андрей Седых.
var menin açılmamış güle benzer nazlı yarım var menin küsme yarım barışalım her kabahat küsme yarım barışalım her kabahat mendedir her kabahat mende olsa yine gönlüm senledir her kabahat mende olsa yine gönlüm